На уходящей неделе исполняющий обязанности президента спикер Талант Мамытов заявил, что работа Конституционного совещания будет вестись максимально открыто и прозрачно. Будет учтен голос каждого гражданина и выработан согласованный проект. Норвежский Хельсинский комитет заявил, что ценности и традиции в Кыргызстане следует уважать. Однако запрещение публикаций, которые наносят вред нравственности и культуре, может серьезно нарушить право того же народа на свободу слова. На Конституционном совещании, начавшем работу в пятницу, доцент Американского университета в Центральной Азии Сыргак Кадралиев предложил ввести институт вице-президента. На форуме «Граждане против узурпации власти», проведенном в тот же день Комитетом гражданского контроля, экс-президент Роза Отунбаева обратилась к Садыру Джапарову с призывом остановиться. Посол Бекназаров заявил из Малайзии, что новая конституция – это попытка узурпировать власть. Сегодня в Бишкеке прошел мирный марш против референдума. И у президента спикер парламента Мамытов принял посла России Удовиченко и поблагодарил российскую сторону за поддержку в преодолении политического кризиса. Глава аппарата правительства Аманбаев заявил, что 10% сотрудников госаппарата будут сокращены, поэтому все чиновники пройдут аттестацию. ГКНБ задержал в рабочем кабинете сотрудника областной прокуратуры Улукбека Эмирзакова, являющегося братом замминистра внутренних дел Сююна Эмирзакова. АКС ГКНБ задержал председателя соцфонда Медера Ирсалиева, руководителя аппарата и несколько сотрудников, которые на систематической основе делали поборы с руководителей территориальных подразделений фонда. Число заразившихся коронавирусом превысило 69 тысяч, количество умерших – 1230. Из Узбекистана привезли 80 контейнеров, и на территории Национального госпиталя в Бишкеке появится 40-модульное здание на 200 коек. Аналогичную больницу тоже на 200 коек уже начали строить в Баткенской области. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ передал Минздраву лекарственных препаратов на сумму $100 тысяч. Вице-премьер Сурабалдиева встретилась с руководителями крупных частных медицинских центров и лабораторий и призвала их объединить усилия против коронавируса. Футбольный союз подарил Минздраву 10 тысяч наборов для ПЦР-тестов. Евразийский банк развития заявил, что падение ВВП Кыргызстана по итогам 2020 года составит 5,9%. Национальный банк 4 за неделю и в 5-й раз за последний месяц провел валютную интервенцию для поддержания курса СОМа, выбросив за неделю на рынок почти $22 миллиона. Финпол задержал бывшего директора оперного театра Болотбека Осмонова, который подозревается в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба госбюджету на более чем 1 миллион сомов. В Бишкекском горкеңеше сформирована новая коалиция большинства. В нее вошли фракции Республика Атажурт, Мекенем Кыргызстан и СДПК. В следственную службу МВД были вызваны депутаты Джанар Акаев, Раскельды Момбеков, Эмиль Токтошев и Мирлан Дженчуроев в связи с расследуемым уголовным делом о событиях 5-6 октября. Коллектив Госкомиссии по делам религии выступил против назначенного директором комиссии бывшего адвоката Садыра Джапарова Акина Токталиева. Свердловский суд Бишкека временно отстранил Бабаеву от должности ИО председателя Федерации профсоюзов на время следствия по делу, возбужденному в связи с заявлением смещенного председателя Федерации Асана Кунова. Эксперты горнорудной отрасли выступили в поддержку Дюшенбека Зилалиева, приговоренного по обвинениям в коррупции к 9 годам лишения свободы. Милиция задержала членов преступной группы, которая специализировалась на краже платежных терминалов. Городской суд Бишкека оставил президента интернет-провайдера Акнет Кувана Аджимудинова под стражей. Он находится в СИЗО с мая 2019 года. За это время средства его компании уже поделили новые хозяева. ГКНБ задержал вошедших 6 сотрудников криминальной милиции, которые в здании УВД Ошской области пытали 26-летнего гражданина, в результате чего он умер. ГСИН сообщил, что из мест лишения свободы освобождены 230 человек в связи с помилованием. При поддержке ПРО началась акция по поддержке женщин, пострадавших от насилия. Катарский благотворительный фонд
фонд взял на себя расходы, связанные с операциями на сердце более чем 80 гражданам Кыргызстана. На 80-м году жизни скончался экс-министр образования, экс-ректор Политехнического института, академик Джаныбек Шаршыналиев. Технический университет Бишкеки открыл при поддержке Всемирного банка исследовательский центр логистики и государственных закупок. Кыргызстан выдвинул на соискание американской премии «Оскар» фильм «Жөөгүлүк» Мирлана Абдыкалыкова. Документальный фильм «Скользкая дорога» Гульнары Айтмаматовой победил на международном кинофестивале в Стамбуле. По инициативе Аскара Айтматова в Кыргызстане учрежден клуб «Друзей Азербайджана». Чемпионом страны по футболу стала команда Абдышата-2 из Канта.